значительно либерализован этот участок законодательства. В частности, если до этого соглашения беспошлино можно физическими лицами ввозить было товаров общей стоимостью до 1000 евро и общим весом до 35 килограмм, то сейчас до 1500 евро, то есть увеличение на 50% беспошлиной нормы, и общим весом до 50 килограмм, увеличение порядка 50%. По алкоголю было беспошлиный ввоз 2 литра, сейчас 3 литра. И следующий момент, который проблемы вызывал вопросы, это ввоз и вывоз наличной валюты. Напомню, если раньше у нас ввоз был наличной валюты не ограничен и письменному декларированию подлежала сумма эквивалента свыше 10 тысяч долларов США, то при вывозе письменному декларированию подлежала валюта в эквиваленте свыше 3000 долларов США, а при вывозе свыше 10 тысяч долларов США надо было представить еще и разрешительные документы. Без них вывоз был невозможен и были проблемы. На сегодняшний день норма и ввоза, и вывоза валюты, подлежащая обязательному письменному декларированию, едино, это 10 тысяч долларов США в эквиваленте, а понятие разрешительный документ при представлении вообще отсутствует. То есть не надо представлять при вывозе независимую сумму. То есть здесь однозначно либерализация. Для юридических лиц в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза надо отметить, что этим кодексом предусматривается, что товары Таможенного союза, а это товары, произведенные в Беларуси, России либо Казахстане, либо выпущенные на территории этих стран для свободного обращения, могут перемещаться внутри Таможенного союза беспрепятственно, то есть без проведения таможенных операций и таможенного контроля. Но я бы хотел обратить внимание, что помимо таможни, обычно все на таможне говорят, вот товар на таможне, таможня не пропускает. В данном случае до отмены таможенного оформления, скажем так, с Россией у нас таможенное оформление отменено еще с 1995 года товаров, происходящих из Беларуси и России. То есть, в принципе, там больших изменений нет вообще. Если по Казахстану сказать, то поскольку и Беларусь, и Казахстан входят в зону свободной торговли, то таможенная пошлина при ввозе товаров из Казахстана не уплачивается. НДС же будет уплачиваться и по товарам Таможенного союза, но не таможенному органу, а налоговому органу. То есть по деньгам здесь я бы не говорил, что это большое преимущество. Но то, что в Таможенном союзе сейчас начата унификация иных технических барьеров, так называемых, то есть это сертификация, либо санитарно-гигиеническая регистрация, вот это для субъектов хозяйства очень важно, поскольку товары Таможенного союза перемещаются внутри Таможенного союза без получения документов в каждой стране, предусмотренных вот этими техническими барьерами. Красноречивый пример, я думаю, вы помните, это так называемая молочная война между Беларусью и Россией. Вот этого уже в принципе не может быть.